Абласны семінар вырашылі правесці на базе Брэсцкага тэхнічнага універсітэта. Менавіта яго штаб працоўных спраў па выніках работы ў 2015 годзе прызнаны лепшым у рэгіёне. Усяго ў год моладзі БРСМ знайшоў працу 10,5 тысячам школьнікаў і студэнтаў. Утрымаць гэтую планку такая задача і на сёлетні трэці працоўны семестр. По количеству желающих уже поступают заявки, уже активно эта работа идет. И не скажу, что она простая, потому что сегодняшнее в такое время достаточно напряженное именно с трудовыми ресурсами. Но мы находим возможности в трудоустройстве, нам помогают органы исполнительной власти, помогает администрация предприятий, учреждений, идут нам навстречу. Для того, каб паспяхова выканаць задачу ў стенах універсітэта, збіраюць актывістаў з усёй вобласці. Ужо 1 мая трэці працоўны семестр павінен стартаваць. Это надо поговорить с нанимателем, это надо собрать ребят. Но еще есть, такая сказать, это вершина айсберга. Самая основа – это правильно создать его юридически, правильно подписать договора, правильно согласовать эту административную процедуру в облсполкоме. Для этого мы собираем всех заинтересованных, чтобы все было оформлено грамотно и юридически правильно. У мінулым годзе моладзь Брэшчыны паспяхова працавала на сотнях аб'ектаў у складзе будаўнічых, сервісных, педагагічных, сельскагаспадарчых, студэнцкіх атрадаў. І не толькі ў Брэсцкай вобласці, на будаўніцтве беларускай атамнай электрастанцыі, а таксама ў Краснодарскім краі России. Намаганнямі абласнога штаба працоўных спраў геаграфія працоўных пляцовак пашыраецца. З'явяцца новыя аб'екты і сёлета, абяцаюць у БРСМ. У нас есть уже предварительные договоренности с Болгарией о формировании сервисных отрядов. Есть наработки по педагогическим отрядам тоже на юге. Возможно, мы в этом году будем работать по направлению с российской железной дорогой по проводникам. Есть у нас, конечно, самая такая наша знаковая стройка – это атомная электростанция. Конечно, уже здесь трудятся ребята из технического университета, отряды. Еще одна актуальная тема на парадку дня – выхование кадрового резерву. Перспективный кадровый резерв и вообще кадры очень важны для области в целом. И как с ними работать, как выявлять самых лучших ребят, как продвигать их по службе. Это очень важно для первых секретарей и для специалистов, которые курируют молодежную политику в райисполкомах и горисполкомах. Завершил двухдневную работу областного семинара координационный совет по справах молоди. Алиса Григорчук, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брест».